Бурные эмоции. В России спустя 10 лет обсуждений наконец принят закон об ответственном обращении с животными. Они тоже испытывают физические страдания. Контактные зоопарки отныне запрещены. Дети душат их, вообще насмерть душат сразу прям. Убить нельзя любить. Закон, наконец, поставил точку в споре о том, что делать с бродячими собаками. Когда толпой они собираются, они как эти бешеные волки. Добрый день, господин президент. За бюджетные деньги происходило варварское уничтожение бродячих собак и кошек. Все безнадзорные животные теперь должны содержаться в приютах, которых по факту нет. 600 литров еды в день, чтобы накормить всех. О плюсах и минусах нового закона расскажем в специальном репортаже. Держи его хорошо. Держи. Ух, мать его. Он меня душит уже. Такого клиента в этом магазине не ждали. Трехметрового питона обнаружили среди манекенов с одеждой в одном из торговых центров Стерлитамака. Огромная змея сбежала из местного контактного зоопарка. А это кадры уже из уфимского зверинца. Вольеры с кроликами усыпаны фекалиями, которые поедает поросенок по имени Боря на глазах у изумленных детей. Какашки ест. Ну, они не допереваренные же выходят, кролики. Кролики сами бывают. С этого года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Один из ключевых его пунктов – запрет деятельности, целью которой является физический контакт человека с животными. Уфимка Ольга Свежевская 1,5 года проработала в контактном зоопарке. Рассказывает, условия, в которых зачастую содержатся питомцы, опасны и для людей, и для зверей. Кенгуру умерла, страус умер от сальмонеллеза. Заразная это болезнь, и как бы надо или убирать животных куда-то, или в другое место дезинфицировать, или что. Ну, вот этого как бы не было. Все, мы протираем, ну и все, дальше работаем. По словам Ольги, дезинфекция вольеров проводилась в лучшем случае раз в месяц. Впрочем, животные умирали не только от болезней. В основном умирали маленькие животные. Кролики, птички, цыплята. Дети душат их, вообще насмерть душат сразу прям. Подбегаешь, руки начинаешь разжимать, прям тяжело разжимаются. И они же плакать начинают. Они плачут, стоит мама рядом, и говоришь: вы смотрите за ребенком. А они еще недовольны, как бы, почему я заплатила деньги за зоопарк, и то, что они имеют в виду, что приходят, что хотят, то и делают. Мы решаем пройти по уфимским контактным зверинцам вместе с ребенком. В одном из них 5-летняя Кира с удовольствием кормит козу, наблюдает за енотами. А вот в комнате, где живут кошки, не хочет оставаться ни минуты из-за жуткого запаха. Мне не нравится, потому что плохо пахнет. В клетке с птицами хромающий фазан, а попугаи так резко кидаются на стаканчик с кормом, что ребенок пугается. Тихо, идем. Хозяйка этого зоопарка о новом законе слышала, однако прекращать работу не планирует. Предложение ограничить контакт бизнесвумен называет глупостью. Взяли цыпленка, постучали по нему, конечно. Ну это же... Ну, в смысле, это воспитание, но я же здесь ни при чем. Ну понятно, но вот может быть поэтому и стоит исключить этот контакт. То есть они по сути могут задушить. А кошку на улице поймать. Давайте всех исключим. Ну что за ерунда, что за глупости? В следующем зверинце с животными тоже не особенно церемонятся. В подсобке на полу ведра с грязной водой, в которой плавают черепашки. Они сейчас находятся на карантине, потому что у нас небольшая такая ситуация произошла. Работник зоопарка случайно разбил аквариум. Мама, смотри! О том, что бывает с этими кроликами и свинками, когда они вырастают, детям, конечно, не говорят. Их резали на праздники, на это, там, где мясо делили, это 100%. Статья закона в отношении контактных зоопарков вступает в силу в 2020 году. Однако в ней есть оговорка. Подобная деятельность все-таки будет допустима, если у каждого животного появится отдельное укрытие, недоступное для человека. Именно это предусмотрено, например, в уфимском кото-кафе. У нас есть отдельная специальная комната. Здесь отдыхают котейки, не входить. У них есть дверь, здесь доступ всегда открыт. Все эти кошки бывшие бездомные. Их подобрали на улице, отмыли, сделали прививки, стерилизовали. Каждого из таких пушистых работников кафе можно забрать домой. За 2,5 года мы пристроили 98 питомцев. У нас нет такой цели, как в контактных зоопарках. То есть в клетке закрыли, и там животные уже сидят, никуда не могут уйти. Рестораны и кафе с животными тоже попадают под действие нового закона, но конкретные правила пока не прописаны. По ним планируется принятие подзаконных актов. Идем на ручку.
Идею сова-кафе уфимка Элина Ахмедгалиева позаимствовала в Японии. Там этих птиц считают антистрессовыми, и подобные заведения пользуются большой популярностью у японцев. Это место, где обитают совы, называют арт-пространством. Сюда по принципу антикафе посетителям разрешают прийти со своей едой, поиграть в настольные игры и понаблюдать за совами. И если птицы в хорошем настроении, их разрешают даже потрогать. Совы-сипухи Бонни и Клайд свои имена получили за хулиганский характер. Общаться с посетителями они желают далеко не всегда. А потому новые правила по ограничению контакта с животными владельцы этого заведения даже приветствуют. Просто бывает, что приходят люди и считают, что можно спокойно взять, схватить или что-то такое. Мне кажется, да, лучше, чтобы были ограничения в этом плане. Отныне все цирки, зоопарки и дельфинарии должны будут получать лицензии, что позволит контролировать условия, в которых содержатся животные. Тась, смотри, а Мартюша кто у нас? Королевский питон. У 4-месячной Таисии персональный экзотический зоопарк прямо дома. Семья Валеевых уже несколько лет держит в квартире питонов, удавов, ящериц. Говорит, для них это такие же домашние питомцы, как собаки и кошки. Это он назовет его играть. Однако теперь закон не допускает содержания диких животных дома. Перечень запрещенных видов сейчас готовят в правительстве. Просто нужно условия создавать оптимальные. То есть мы, прежде чем завести, мы все уголки в квартире проверили, все сделали, чтобы, не дай бог, если даже убегут из террариума, никуда не уползли к соседям. Свою добычу лев Шерхан защищает, как и положено, дикому зверю. Но уже через пару минут лижет руки хозяину. Вот и мой маленький, хороший Шерхан. 3-летнего льва содержат не дрессировщики, а обычные люди во дворе своего частного дома в Кушнаренковском районе. Семье Мулаяновых зверя подарили еще котенком на день рождения школьнику Алмазу. Тогда ручной лев наделал немало шума. Он сбежал, когда его привезли на вакцинацию в Уфу, гулял по улицам без надзора и попал во все выпуски новостей. Сейчас Шерхан живет в вольере с двойной клеткой и ежедневно съедает до 10 килограммов мяса. О запрещающем законе Мулаяновы уже слышали, но не могут представить, что со львом придется расстаться. Уже родной, да, как членом семьи стал, как старший брат. Каждый раз утром выходим, он ждет нас, уже здороваемся. Впрочем, тех животных, которые были приобретены до 2020 года, закон не коснется. Конечно, если они не представляют угрозу обществу. Вот в этом месте вот лежит на спине труп вот этого мальчишки. Ног нету. Эта история несколько лет назад потрясла всю страну. В Уфе 9-летнего ребенка заживо загрызли бездомные собаки. Останки нашли неподалеку от дома Зульфиры Сагидиновой. Сразу после ЧП, вспоминает она, свору людоедов быстро отстрелили. Но сейчас по тем же самым улицам бегают новые агрессивные стаи. У меня дядька вот один раз вот так вот стаю окружил, он с хлебом шел. Вот хлеб кинул, они начали грызть этот хлеб, и он бегом. Собаки регулярно бросаются на людей, раздирают кошек. Когда толпой они собираются, они как эти бешеные волки. Они налетают, они уже людей не боятся. Или с палкой, или арматурой я хожу, отмахиваюсь постоянно. Мне только смогли за пятку цапнуть. Большинство статей принятого закона касаются как раз безнадзорных животных. Для них установлены новые правила отлова и содержания. Прежде в Башкортостане этим занимались 2 организации, которые выиграли тендер. В Уфе спецавтохозяйство, а в районах частная фирма, которая базируется в поселке Миловка. Вот лежат собаки, которые незаконно отстреляли сегодня. На этом видео неизвестные люди грузят в черные пакеты мертвых собак. Как рассказывает житель Булгакова Феликс Терегулов, в поселок службу отлова вызвали, чтобы поймать стаю бродячих животных. А сотрудники вместо этого зашли на участок и убили 2 домашних собак со щенками, которые жили в будке. Ловят не бродячих безнадзорных, а тех, кого проще. И отчитываются по головам. 4 щенка, 2 взрослые собаки, которые сидят возле дома. Они никуда не убегают, за ними бегать не надо, ловить их не надо. Отчитались, акты подписали, деньги получили из бюджета. У обеих служб, которые занимались отловом, прокуратура выявила массу грубейших нарушений. Самое главное, в спецавтохозяйстве нет даже пункта временного содержания животных. Всех собак просто сразу убивали. Хотя контрактом и было предусмотрено содержание и так далее, но фактически этого не происходило. Все отловленные животные в тот же день умерщвлялись и вывозились на полигон, где в специальных печах
проводили их кремацию. Мировой опыт доказал, что отстрел неэффективен. Убивают одних, рождаются другие. В Уфе количество бездомных собак всегда держится на одном и том же уровне – около 30 тысяч голов, несмотря на миллионы бюджетных средств, которые ежегодно выделяются на отлов. За бюджетные деньги происходило массовое варварское уничтожение бродячих собак и кошек. Это, конечно, ни в коем случае не украшало наше общество. Новый закон делает обязательной для всех регионов программу ОСВВ, что означает отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место обитания, если животное не агрессивно. Как показала практика европейских стран, уже через несколько лет эта стратегия при добросовестном исполнении приводит к значительному снижению численности бродячих собак и кошек. Убивать их теперь в любом случае запрещено. Уже с 2020 года каждое отловленное животное должно быть помещено в приют. Однако в республике вести собак некуда. У нас нет ни одного государственного приюта. Нам нужно готовить 3 ванны, то есть одна ванна 200 литров, 600 литров еды в день, чтобы накормить всех. Количество еды, которую всего за один день съедают 500 собак, здесь измеряют даже не кастрюлями, ваннами. Дешевые крупы вперемешку с просроченной морской капустой и сосисками. Но даже такому нехитрому рациону бывшие бездомыши рады. Это лучше, чем жизнь на помойке. Приют «Доброта» в Новоалександровке работает уже больше 10 лет и существует только за счет частных пожертвований. Из бюджета деньги на содержание животных не выделяются. Будут ли они накормлены, вылечены, простерилизованы, зависит только от волонтеров, которые зарплату за это не получают. Здание приюта разрушается, а число собак давно превысило количество вольеров и помещений для их содержания. Сейчас многие просто бегают в окрестностях. У нас прием животных закрыт давно, мест мы не резиновые. А подбрасывают бессовестные люди, то есть свой приплод наплодят, не стерилизуют, такое безответственное отношение, и потом нам вот к воротам. Зоозащитники надеются, что строительство государственного приюта, которое было обещано еще несколько лет назад, теперь все-таки состоится. Давным-давно уже планируется строительство государственного приюта, но в связи с вопросами по расположению данного приюта этот вопрос откладывался неоднократно. И фактически, я думаю, в ближайшее время он найдет ответ, соответственно, и данный приют уже в принципе будет построен. Федеральный закон об обращении с животными пока можно назвать рамочным. Дорабатывать его будут на уровне субъектов. Но это уже огромный шаг вперед, говорит депутат Госсобрания Республики Руфина Шагапова. В частности, в Башкортостане планируют сделать обязательную регистрацию всех животных, в том числе с помощью чипирования. Это позволит повысить ответственность владельцев. Ведь армия безнадзорных животных, откуда они появляются на наших улицах? Это наши безответственные отношения, раз – бесконечно, когда люди выбрасывают своих питомцев на улицу. И, конечно же, они потом уже на воле плодятся. Добрый день, господин президент. За ошибки и почерк простите. Меня, господин президент, кроме вас никого. Это честно. Я на этом поставлю акцент. Я скиталец кварталов окрестных. Это кадры из ролика под названием «Письмо Бобика президенту». Его записывали в 20 городах России, в том числе и в Уфе. Собирали подписи, буквально умоляли, закон необходим. Сейчас зоозащитники, кажется, до конца не верят, что их, наконец, услышали. Ежеквартально были митинги, собирали много подписей. То есть миллионами подписей завалили правительство буквально. И тут, когда в конце года все это так быстро закрутилось, конечно, мы не ожидали, но надеялись до последнего. Но вы рады? Да, мы рады, безусловно. Сейчас и федеральные, и региональные власти сотрудничают с зоозащитниками по доработке закона. Но в его основе уже лежит ключевой принцип. Животные способны испытывать эмоции и физические страдания. Признание этого на законодательном уровне, пожалуй, и есть главный шаг на пути к цивилизованному обществу.